самый главный признак – это раздражительность. Конечно, у плохого настроения могут быть сотни причин, от тяжелого дня до клинической депрессии или гормональных колебаний. Исследования показали, что хронический недосып или бессонница могут повышать риск возникновения психологических проблем. Если вы замечаете, что стали раздражительны, нервничаете больше обычного, возможно, дело в том, что надо лучше высыпаться. Также тревожный признак, когда вы моментально засыпаете. Многие считают, что привычка моментально засыпать, вот как только ваша голова коснется подушки, это как будто бы признак того, что вот все хорошо, так и надо. На самом деле все ровно наоборот, а моментальное засыпание – признак того, что у вас проблемы со сном. Сон не должен наступать вот так, мгновенно. Это должен быть процесс, и этот процесс должен напоминать как поездку на автомобиле, где вы мягко-мягко нажимаете на тормоз, а машина плавно останавливается. Если вы засыпаете меньше, чем за 5 минут, то есть повод задуматься, хватает ли вам сна. А вот постепенно погружаться в сон на протяжении 20 минут – это вовсе не проблема, как многие считают, так и должно быть. Если у вас появились проблемы с памятью в последнее время, то, вероятно, это тоже вызвано с проблемами со сном. Ведь одна из самых главных задач сна – помочь нашему мозгу перерабатывать полученную информацию за день и подготовиться к тому, чтобы получить ее на следующий день. Уже больше 100 лет ученые уверены в том, что память тесно связана со сном. Но если раньше считалось, что сон помогает воспоминаниям как бы закрепиться, не давая нашему мозгу отвлечься на внешние стимулы, то сейчас ученые думают, что ночью наш мозг собирает всю полученную информацию и ищет в ней новые связи. Один из возможных эффектов недосыпа – это ухудшение кратковременной памяти. То есть недостаток сна может помешать сформироваться новым воспоминаниям. Так что, если вы чувствуете, что в последнее время стали чаще что-то забывать, возможно, дело в недостатке отдыха. Также вас должно насторожить, если вы постоянно хотите есть. Между сном и пищевыми привычками может вот для неспециалистов связь какая-то неочевидная, и тем не менее не стоит сбрасывать ее со счетов. Например, исследование ученых Калифорнийского института показало, что после бессонной ночи участникам эксперимента больше хотелось какого-то очень тяжелого фастфуда и всяческих снеков, потому что недостаток сна влияет на высокоорганизованные отделы мозга, и необходимые для сложных решений и суждений отделы снижают активность. Поэтому, если вместо овощей на пару вас тянет к шоколадкам, возможно, вам не только стало сложнее сопротивляться к первобытной тяге к углеводам, а лучше заняться сном, и тогда контроль над собой будет даваться куда легче.